Tallinnas Lasnamäel asuv 180 korteriga elumaja on ilmekas näide, kui lihtne on ühel inimesel kaaperdada korteriühistu ning saada kontroll korteri omanike kogutud raha üle. Понимаете, вот один человек, он будоражит весь дом. Он нас обворовал. Давайте вещи называть своими именами. Он нас обворовал. И он же еще с нами судится. И всех обманывает еще. Нет, а почему регистр, я не понимаю, если решение общего собрания? Korteriühistu liikmed käivad juba pikemat aega omavahel kohut, kulutades selleks ühistu raha. В товариществе происходит война, люди платят взносы, да, у нас есть ремонтный фонд, накопительный фонд. Значит, на эти деньги в товариществе ничего не делается. Уже более 6 лет у нас есть фонд, из которого все расходы, которые мы несем, только судебные расходы, и которые не целевого назначения. Pingete peamist põhjust ei pea kaugelt otsima. Aastate jooksul on remondifondi maksetena ühistu kontole kogunenud üle 130 000 euro. Just selle suure summa pärast on korteriühistu ärksamad liikmed otsustanud ühistu juhtimises korra majja lüüa. Korteriühistu uue juhatuse tööd segab aga 71-aastane vanahärra Viktor Rastaszanski. И нам только портит настроение Расташанский. Своими кляузами, своими постоянными письмами, которые он кидал нам в почтовые ящики. То, что он называет нас воры, он сам первый вор. Так что с ним работать просто невозможно. Деньги он наши без всякого разрешения, нашего, без собрания, без всего, поснимал. Он считает, я заработал. На чем ты заработал? Ты уже не в правлении, ты ничего. Вы знаете, этот человек такой Наполеон, что ли, он другого мнения не признает. Вот только что я сказал, вот так и будет, а остальное это то, что вы это там пешки и все будете делать то, что я скажу. Я ему уже несколько раз объясняла, я говорю, вы поймите, это не ваша частная организация, понимаете, откройте акционерное общество и распоряжайтесь своими средствами. Вы здесь поставлены для того, чтобы выполнять решения общего собрания, а не для того, чтобы выполнять свои собственные решения, взятые откуда-то, не знаю. Второе. При проведении общего собрания нарушался и регламент. Ну, вот представьте себе человек, значит, кто будет вести собрание? У меня 54 доверенности. Кого выбираем председателем? У меня 54 доверенности. Понимаете, тогда в таком случае, соберись один и сам себя выбери, да, если у тебя, зачем вообще люди нужны на собрании? Вот. Нанесенный квартирному товариществу, какая сумма, в какую сумму он... Пришли мы к 16 тысяч. 16 тысяч евро. Нам что, некуда эти были деньги потратить? Мы бы нашли, куда потратить эти деньги, да. Нам много проблем надо решать с благоустройством и прочее. Человек, который нанес ущерб квартирному товариществу, и он же с нами еще за наши же деньги, которые он себе присвоил, и судится с нами. Видите, вот несовершенство законодательства, оно приводит к тому, что общее собрание голосует против Расташанского, а убрать мы его до конца никак не можем. Почему он непотопляемый? Во-первых, издевается над всем домом. Оскорбил женщин, больных людей. Всех подряд оскорбил. И человек как будто с ним никто ничего не может сделать. Loo peakangelane, 71-aastane vanahärra, sisulisi selgitusi ei andnud. А это вы увидите, пожалуйста, а? Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и что? Вы знаете, делаем так. Вы сегодня все данные о себе скажете. Я хочу знать все о вас. Вы пришли. Кто вы такая? Фамилия, имя, отчество, организация. Алена. Это со слов ваших. Стадник. Так. И, пожалуйста, все дальше. Ваши реквизиты, я вам позвоню, и мы с вами договоримся, если я сочту необходимым. Почему-то вы ни к нему пришли. Потому что вы член управления были до декабря, и проблемы были в том году, то есть только из-за этого я к вам стучу. Так что опустите, что я посмотрю. А почему, Виктор, не хотите с ним разговаривать? Все, будьте добры, до свидания. Eriti ärritas Viktor Rastaszanskit küsimus, kas tema selja taga on samas majas elava endise kultuuriministri Urve Tiiduse mees Jaan Tiidus. Maja elanike sõnul
on kogu konflikti niiditõmbaja just tema. Tegelikult oli ta abiline. Tal oli siin abiline, ta ise ütles koosolek, mis toimus, kui teda maha sai võetud üldkoosolekul, ütles, et neid aitas meie korteri kaasomanik Jaan Tiidus. Et tema on nendele abiliseks olnud, tema nii notariaalselt kui nemad nagu andsid. Jah, teda aitas seda. Ta ise ütlesid seda ka koosolekul. Mitte tema isiklik, vaid tema liikmed, kes seal koos olid. See on meil protokollis ka kõik kirjas. Jaan Tiidus eitab oma seost korteriühistuga. Ma olen ennast täielikult, kuidas öelda, taandanud kuskil 3 aastat tagasi. Ja Urve Tiidus ei soovi sel teemal vestelda. Seal on 180 korteri omanik, ma ei oska mitte millestki teile rääkida. Väga vabandan. Aga maja elanikud siiski ütlevad, et seal on 2 leeri, kus ühel pool on teie mees ja teisel pool on... Ei ole absoluutselt. Täiesti vale jutt. Loe kogu õpetliku lugu reedese Äripäeva luubiloost.